Ну, вот история даже с переработкой. Э, Приехала сейчас с нами главный редактор журнала «Конный мир». Ну, это ее мнение, то есть она, бедная, не кушает жеребятину, лошадей. Ну, ну, есть такие люди. Есть. Вот. Но я ей даже такой пример привожу. Но лошадь все равно как бы в традициях она является мясным животным в том числе, кроме там сакрального смысла, культурного составляющей. То есть это вообще уникальная культура, такой, наверное, нигде нет. Там вот если в Индии священные коровы не трогают, а здесь это прямо, ну, она настолько органична вот во всю жизнь, что раз уж это происходит, да, для нее вот это такое объяснение, то нужно, конечно, использовать с максимальным уважением и полностью. Да? Это экономически целесообразно и как-то даже культурно. Это. Вот такая культурная переработка, она должна быть в обязательном порядке. История с переработкой вот сейчас очень заметна. Мы и с руководителями по этому направлению устными разговаривали, и с Минсельхоза большого, и с министром. То есть вот даже в Арылахе вчера были. Арылах — это куда еще от Верхоянска, а там стоит новый цех по производству, полный цикл. Там, то есть холмогорская порода коров, молоко, из молока уже кисломолочные продукты. Это вот далеко-далеко за полярным кругом. Это все возможно. При желании, то есть организовать этот процесс, его можно. Все равно кобыл доят, кумыс все равно получают. Вот. Все равно получают мясную продукцию от лошадей. Но наша задача это сделать это максимально эффективным, максимально приблизиться к полной переработке. Шкур сколько тонн лежит, там их сотни тысячами этих шкур лошадей. А каждая вот эта часть, это же бесценное сырье для биопромышленности, для фармацевтики, для очень многих направлений. То есть это не только даже продукт питания, не столько, может, даже уже продукт питания, сколько сырье для очень таких наукоемких отраслей. Вот. Городские люди ушел того возраста, ушел на солдаты, потом поступил в военное училище, закончил. И в 92 году, когда все разваливалось, я уволился и пришел, значит, народное хозяйство, что называется. Начал заниматься бизнесом. Разным бизнесом занимался, но так или иначе завел лошадок. Еще у меня был бизнес, я уже завел лошадок для удовольствия, для души. То есть я себе в детстве как-то поставил такую мечту, нарисовал, что я построю дом и куплю лошадь. Я построил дом, и лошадь у меня туда заехала в конюшню раньше, чем я заехал в этот дом. Вот. И покупал это для себя, для детей. Какое-то время спустя стали стучаться в дверь: дайте покататься, дайте покататься. А я взял девочку-инструктора, я же не знал, как с лошадью общаться. Она научила меня к лошади подходить, лошадь научила, значит, так скажем, обуздала, обучила. И так тихонько мы пошли на то, что мы начали катать. Началась лечебная верховая езда. Значит, занимались мы племенной работой. Довели мы там табун до 70 коней маток. К тому времени надо было, по-моему, 50 или 70 лет на конь. В общем, это все было очень убыточно. И притом точка безубыточности от нас удалялась по мере того, как увеличивалось поголовье. То есть в коневодстве, если заниматься только этим, точно невыгодно. Но я однажды с одним старичком общался. Он сказал, что коневодство раньше было самое прибыльное направление в сельском хозяйстве. Я для себя это понял, что, конечно, лошади и возили, и воевали, и так далее. Но потом оказывается, нет, действительно, если дойти до глубокой переработки, лошадь — это очень выгодный бизнес в сельском хозяйстве. Я сейчас вам это покажу, расскажу прямо по полочкам. Значит, свет в окошке для меня было сначала выдавить молоко. То есть, когда я выбил молоко, Александр Михайлович звонил, говорит: Александр Михайлович, как так-то? Почему не можем его в розницу продать? Нормативка не разрешает. Что делать? Давай то, давай то, давай то, давай то. Через 5 лет я получил тех условий, где разрешено было продавать в розницу необработанное, не пастеризованное кобылье молоко. Но четкие параметры установили: 12 часов
должно, срок реализации. При всем при том, оно должно выйти с производства температуры плюс 4 градуса. А до этого оно 2 часа остывает до температуры. То есть практически это должен у магазина стоять человек и ждать, когда ты его привезешь. Нереально, нереально. Заказы, конечно, такие бывают, но это не бизнес, то есть это не то. И вот тут возник вопрос, что нужно сделать для того, чтобы это молоко в том виде неизменном дошло до потребителя. Я прежде всего думал о детях и о внуках. У меня 5 детей, уже 4 внуков, 5 крестников. Я ориентируюсь на них. И, значит, я понимал, что такое сублимация, знал, что такое сублимация, давно это дело смотрел. У меня специальность первая была инженер военных систем космической связи, то есть мы так или иначе связывались. Я относился к главному космическому управлению связи, наукой занимался, правда, военной. Вот. И у меня товарищ на заводе военном работал заказчиком, он говорит, у нас мы сублимируем, говорит, отходы опасные, для того, чтобы проще доставлять их было куда-то. Я говорю, да. Я говорю, кто делает сублиматоры? Он мне дал организацию в Москве, которая делает сублиматоры, я с ними созваниваюсь. Они говорят, да, вот это было, знаете, лет, наверное, 10 назад, даже, наверное, может быть и больше. Они называют мне цену в то время 10 миллионов, и это без холодильной части, только сублимационная. Я говорю, почему так дорого? Я понимаю, что это такое. Это не очень дорогой метод, это все просто. Вот. Ну что, говорит, если берут дорого, почему покупать дешево? А берет оборонка. Я стал ждать, пока, значит, рынок освоит сублиматоры. На рынке стали появляться импортные. Я уже готов был купить американские для того, чтобы что-то попробовать создать. Но случилось так, что первый сублиматор мы практически при моем содействии сделали сами. И на этом сублиматоре сразу стали сублимировать молозиво. Почему молозиво? Потому что компания For Life на рынке, она поставляет трансфер-фактор. Это американская компания. Я этот трансфер-фактор какое-то время пил, действительно хороший, но это на молоке, на молозиве коров. Значит, я думаю, почему же на молозиве коров? Ведь у нас лошадь аборигенка, почти 70 миллионов лет, да? Пасется она на вольных хлебах, ничего не обрабатывается, кроется естественным путем, жеребится естественным путем в табуне прямо. Мы приводим ее через 4 часа в так называемый ник для выжарки, там выдаиваем молозиво в присутствии жеребенка. Да? И через 3 часа через 3 дня мы опять ее отправляем на покрытие. Корова в неволе стоит, да, привязанное содержание, искусственное семенение, а это очень важно, вот этот момент. Я думаю, что все ученые понимают, почему это важно. В-третьих, значит, она постоянно в стрессе, да. Теленка сразу же отобрали, молозиво выдали. Гормон стресса никуда не делся, он остался. И кроме всего прочего, корове 10 тысяч лет, но если даже брать его прародителя, бык, этот тур, да, то ему 1,5 миллиона, 1 800 000. То есть иммунная память лошади, как минимум там в 30 раз совершеннее, как минимум. Вот. Поэтому я решил, что сублимированное молозиво будет лучше, но надо его сделать так, чтобы оно действительно неизменное качество было, что сырое, что сублимированное. И вот этот вопрос был очень сложный. Мы сделали первое молозиво, как раз пришел ковид, и я всегда искал людей, партнеров с такими глубокими, фундаментальными советскими знаниями. Я нашел такого доктора, Татьяну Евгеньевичу нашел, которая она привела с собой еще своего товарища, это будет помощник директора института питания московского. То он был по Удмуртии, Кировской области, Пермском крае, по-моему, Башкирии. Все это дело им показал, они это все взяли, и в самый разгар ковида они это пили сами, они на себе все испытывают. За весь ковид у нас, говорит, на кафедре по 3 раза переболели ковидом, я, говорит, не болела ни разу. Они возраст был 70+. И вся группа, которых с ней была, 5 человек, они на себе это первым делом испытали. Мы поняли, что это очень качественный продукт, даже несмотря на то, что мы еще не отработана технология была. И мы начали отрабатывать технологии. Это касается и молока, и молозива. То есть, понятно, сначала мы сохранили витамины, это проще всего. Затем нам необходимо было сохранить альбумин, то есть это 60 градусов, не больше 60 градусов температура прежде всего. Это тоже мне казалось несложно, но когда мы дошли до того, что нужно сохранить ферменты, это уже до 42, да, тут понадобилось нам, чтобы у сублиматора были
приборы учета, да, которые бы позволяли нам в графическом аналоговом режиме в реальном масштабе времени контролировать температуру полки, понимая, что температура продукта примерно на 5 градусов меньше. Но потом мы еще и запросили температуру, третий прибор учета температуры самого продукта. И так тихонько вот этот сублиматор в течение 1,5 лет мы эту модель благодаря, слушали нас производители, слава богу, слушали нас, делали как мы хотели, и мы довели до того, что у нас продукт сохраняет сейчас все свои качества. Что молозиво, что молоко. Но важно еще было не только это, важно было еще подоить вот этот процесс подготовки к производству, сохранить, как можно в идеальном виде, в более идеальном виде. Что значит? То есть у нас от момента дойки первой кобылы до момента дойки последней, до момента, когда попадает это все в шоковую заморозку, проходит не больше 40 минут, 45 минут. Потому что у нас немного кобыл. Это, во-первых, мы подоили, во-вторых, мы профильтровали, грубую очистку, потом ультра-очистку сделали 5 микрон, а потом у нас в шоковую заморозку. То есть у нас шоковая заморозка в течение часа остужает до отрицательной температуры, а потом еще 12 часов глубокая заморозка. Вот эта глубокая заморозка, она обязательна, потому что вот те ферменты, те аминокислоты и те омеги, которые есть, да, они обязательно должны хорошо замерзнуть. В противном случае в отрицательной температуре, в вакууме глубоком, при отрицательной температуре, вот это вот я подчеркнул, да, на десублиматоре это минус 45, в самой колбе это минус 25, продукт мы замораживали даже до минус 70, и если нет глубокой заморозки, то вот в вакууме при низких температурах, вакуум где-то 260 паскалей, начинает кипеть. Вот этот процесс очень долго непонятен, но я в какой-то момент выключаю все, сбрасываю давление. На минусе кипит, да? Да, в вакууме. Вот именно на 260 паскалей, да. Но этот процесс проходит где-то, примерно, может быть, секунд 10-15. И потом там начинается ниже 260 паскаль самозаморозка, и продукт дополнительно самозамораживается, и дальше он нормально сушится. То есть поэтому нужна глубокая заморозка. Я считаю, мы не проверяли, но я считаю, что в любом случае то, что идет разморозка, да, это на качество продукта влияет. Должно влиять, по крайней мере. Вот. И таким образом мы создали продукт, который, сохранил все. Но нормативка отстает очень сильно. Я прежде всего говорю по микробиологии. И получается, что та нормативная документация, которая сейчас говорит о том, что сухое молоко, а там не подразделяется, кобыле оно или корове, да, оно должно быть 2, по-моему, на 10 четвертой степени. Да, 2 на 10 четвертой. А 2 на 10 четвертой, это, по сути дела, определяет качество пастеризации. Коли мы его не пастеризуем, мы укладываемся в 4-ю степень. Но она может быть 5 на 10 четвертой, да. И этот спрос тоже надо было решать. И тут вот мы уже подключили физиков-ядерщиков и методом колонной стерилизации, значит, уже упакованный продукт. Вот немножко каталог, это я вам подарю. Вот уж упакованный продукт, такие баночки. Плазма, сказал. А? Нет, не плазмой. Мы метод ионизации кобальтом 60. Его качество, да? И подобрать вот эту дозировку. Потом там, хороший очень человек работал, сейчас его уже перевели. И он как раз вот эту технологию показал на армии 2022. И после этого его сразу, этим ФСОшником, его сразу же перевели в другое место работы. Он сейчас работает уже на повышении в другом месте, и мы с ним общаемся. Но вот эту технологию мы запатентовали. То есть только вот получили на молоко, а на молозиво сейчас вот на выходе. В рамках контрактного. Кумыс, понятно, мы делаем йогурт на основе кобыльего молока, сами сублимируем его. Молоко, кумыс, йогурт. Все, вот это основные продукты. Все остальное уже идет в рамках контрактного производства. То есть там есть у нас комплексный продукт, где 50% кобылье молоко, а других 50% это растительность компоненты. Да.
Притом вот мы называли его похудейка, не знаю еще, что как он был работать. Сейчас его активно очень пьют диабетики. Просто прям на ура. Иммунитет там есть то же самое. Ну и молозиво тоже наш. С молозивом там другая технология заготовки, ну, подготовки к производству этого молозива. Это вообще отдельная история, это отдельно. Мы 3 года эту методику отрабатывали. Вот я сейчас могу сказать, что она готова, можно ее тиражировать. Я не скажу, что мы с ней близко были знакомы, но часто очень общались, я консультировался у нее. Она мне тогда говорила: Вадим, 20-25 голов больше не надо. Я не понимал, почему, и слушая ее, шел до 70, вот как я вам рассказывал. Она знала, видимо, что говорит. Не знаю, может, ну, я говорю, мы не очень много общались. В общем, я сейчас понимаю, что работа должна выстроена быть вот так. И мы, в принципе, ее так выстраиваем. Кобыла жеребилась, мы у нее взяли молозиво в течение 3 дней. Затем она у нас уходит на пастбище для покрытия, да, в течение месяца. Затем она возвращается, мы ее начинаем доить. Притом нам хватает молока, поэтому часть поголовья мы в этом году начинаем пробовать сыворотку жребых кобыл. То есть на 45-й день, 7 недель подряд по литру сыворотка жребых кобыл. Значит, еще что из договоров с разными институтами, 7 институтами. Один из них уже предоставил нам план исследований, ждут не дождутся. Вот сейчас мы наблюдим сыворотка жребых кобыл. И сейчас вот мы стоим на пороге гематогена. Притом гематогена не в том виде, какой вот сейчас у меня есть сладкий гематоген, а гематоген в чистом виде. В чистом виде гематоген делает только бельгийская компания одна. И то из бычьей крови, которую забирают при убое. Это опять же убой, это опять же гормон стресса. У нас не убой, у нас берется живая кровь с живой лошади. Забор делают. Забор крови, Забор. да. Вот, то есть, поэтому вот это все использование. Я еще не дошел до жеребенка. Если мы дойдем до жеребенка, возвращаемся опять к тканевой терапии, где доктор Филатов использовал все железы, да, легкое, значит, семенники и так далее, которое все активно очень может использоваться. Не надо даже далеко куда-то ходить. Можно это все делать прямо на месте здесь, в Якутии или там в Воткинске, в Рязани, в рамках небольшого предприятия. Я почему говорю небольшого? Потому что вот этот процесс дойки на большом предприятии его не выдержать. Не выдержать. И у меня-то идея была такая вот еще 5 лет назад, что это должно быть много маленьких предприятий. Почему много? Потому что вот мы сейчас находимся в самом начале пути создания рынка сублимированного кобыльего молока. Вот создание рынка. То есть никто не знает, что это такое. Мы 2 года были на маркетплейсах, поэтому 30 тысяч в месяц мы зарабатывали, представляете. Сейчас мы создали свою сетевую компанию. Сетевая компания работает, вот, получается, наверное, 6-й месяц идет. Я, когда ее создавал, я говорил, что меня устраивает, если будет прирост, пусть будет 100 тысяч в месяц, но это будет тенденция к развитию. Если мы встали на месте, значит мы что-то не то сделали, мы ошиблись, надо начинать сначала. Мы сейчас дошли до 1 миллиона вот за эти 6 месяцев. Дальше развивается. Это как раз тот случай, когда людям из уста в уста передается информация про кобылье молоко. Люди пробуют, помогают и пошли дальше. Но помогать будут только в том случае, если мы сохранили все в этом молоке. У людей непереносимость лактозы, да, здесь непереносимости лактозы нет. Потому что оно ферментировано полностью. Оно близко к материнскому, а мать уже все подумала за ребенка. Природа подумала, вернее, все за мать. И оно полностью ферментировано, нужно сохранить фермент. У ферменты, какой-то фермент, сейчас не помню, лошади, он у нее погибает при 40 градусах. То есть, если лошадь заболевает, у нее этот фермент практически сходит на нет, и нужно после того, как она выздоровеет, какое-то время этот фермент восстановить. Да. Поэтому вот эта технология очень важна. И еще раз говорю, что это на маленьких. И вот у меня идея это была создать много маленьких. Почему? Потому что абсолютно понятно, что рынок будет расти. И только тогда, когда есть продукт, он будет развиваться дальше.
Как только ограниченное количество продукта, любой предприниматель, любой человек, в принципе, у которого есть коммерческая жилка, просто начнет задирать цену, и тем самым народ отпугнет. Здесь должна быть тенденция наоборот, либо заморозки цены, либо снижение цены, потому что рентабельность здесь колоссальная. Давайте вот к экономике. Вот, к примеру, мы с кобылы выдаиваем, примерно получается 1 килограмм молозива сублимированного. Да? Сублимировал. Уже сублимированного, да. То есть мы доим трое суток. 12 часов каждый день. Каждый день по 12 часов в течение 3 дней. Притом таким образом, что ребенок встал, то есть захотел поесть. Ему говорят, подожди, сдоили с кобылы молозим. Как правило, это 250-350 грамм. Это я в среднем говорю килограмм. То есть бывает меньше. Потом же ребенок пришел, дососал. И в следующий раз он встает через полчаса. Но мы его удаем уже. Мы не отбираем второй раз. Он высасывает второй раз кобылу. Третий раз встает, следующий час. Да? 2-3 раза в час встает. Мы опять. И вот таким образом выдаиваем килограмм. Что такое килограмм? Вот если мы возьмем вот эту баночку, то там 27 грамм. Мы, будьте здоровы, и мы начинали продавать ее. Да. И мы начинали его продавать по 5000. 5000 это получается уже где-то 180 тысяч. 25 грамм. 27. 27. А сейчас вот за эти полгода дошло до 6600. 6600 сейчас стоит. И почему? Потому что его нет. Его крайне мало. Просто нет. Лимитированный там. Да, то есть